Появление некоммерческого общественного сектора в Абхазии связано с периодом перестройки в СССР. Первой гражданской организацией нового типа стало молодежное творческое объединение, созданное в 1986 году не по указке сверху, а по инициативе представителей научной и творческой молодежи республики. МТО ставила перед собой задачи способствовать возрождению национальной культуры, восстановлению памятных для народа исторических дат, которые в советское время были преданы забвению. Одной из самых значительных акций стало установление Дня памяти махаджиров. Вместе с тем, первая гражданская организация поднимала и вопросы, связанные с экологией и защитой прав человека. Уже в те годы было ясно, что общество стало меняться. Люди хотели сами определять свою жизнь. Они не удовлетворялись ролью пассивных наблюдателей. Все хорошо знают, что прежде в Абхазии, несмотря на все запреты, в критические судьбоносные моменты люди проявляли свою волю. Когда же были сняты сдерживающие общественную энергию заслоны, стали появляться все новые и новые организации. Сегодня в Абхазии около сотни гражданских организаций. Для сравнения, в России их 70 тысяч, в Японии 85 тысяч, в США более миллиона. Часто неправительственные организации называют третьим сектором, после государственного и бизнес-секторов. Несмотря на возможные различия, а иногда и противоречия, сотрудничество между ними необходимо. Ни государство, ни бизнес, ни общественность не могут в одиночку преодолеть социальную несправедливость, обеспечить всем равные возможности для достойной жизни. Непосильный груз проблем, обрушившийся на плечи молодого государства в результате грузино-абхазской войны, заставлял общество брать на себя долю ответственности за возрождение страны. Люди стали объединяться в поисках средств для оказания медицинской помощи. Сначала это были разрозненные инициативы. Затем проблемами медицинской и психологической реабилитации стали систематически заниматься такие организации, как Центр гуманитарных программ и Ассоциация инвасодействия. В то время, когда в Абхазии возможности медицинского обслуживания пострадавших во время войны были ограничены, а выезд за пределы страны требовал значительных средств, Центр гуманитарных программ обратился к международным организациям за помощью. В 1995 году по приглашению ЦГП в Абхазии работала группа психотерапевтов из России, которые провели диагностическое обследование 250 детей, пострадавших во время войны. В том же году ЦГП в рамках другой программы смог вывести в Ереван на лечение 30 женщин из Абхазии, покалеченных во время войны. Многим из них были сделаны сложнейшие пластические операции. В Абхазию удалось пригласить хирурга из Армении, который бесплатно оказал помощь более чем 30 пациентов, проведя 44 микрооперации по извлечению осколков. Во время войны я получила 2 ранения, одно из которых было сложным. Из-за сложности этой ситуации здесь, в Абхазии, не было возможности провести тонкую операцию. Тогдашняя техника не позволяла сделать такое. И нас, благодаря программе ЦГП, нас вывезли несколько человек в Ереван, в клинику Эребуни, где нам провели очень качественные операции. Некоторые энтузиасты стали искать внутри Абхазии возможности для оказания помощи инвалидам. Так образовалась АИС – Ассоциация инвасодействия. Эта организация вышла за рамки только медицинской помощи и перевернула наше представление об инвалидности. Возникли организации для работы с детьми-инвалидами.
Одним из страшных последствий войны стал рост наркомании среди молодых людей. Проблему, о которой не было принято говорить вслух, общественные организации стали обсуждать публично, забили тревогу, стали искать возможности для того, чтобы эта страшная болезнь не охватила подрастающее поколение. Первый раз это было проведено анкетирование учащихся города Сухум и районов также на предмет наркотизации, вообще их информированности об употреблении наркотиков, о вреде, который наносят наркотики здоровью человека. А второй проект, это называется «Снижение вреда», он и в данный момент продолжает работу на базе нашего диспансера, то есть снижение вреда от употребления внутривенных наркотиков. Конечно, если бы не сотрудничество с неправительственными организациями, осуществление такого рода деятельности невозможно было бы в рамках финансирования наркологического диспансера. Со временем круг проблем, которыми занимались неправительственные организации, расширялся. Более смелыми стали социальные программы. НПО инициировали ряд проектов по работе с заключенными. В 2000 году Центр гуманитарных программ добился разрешения и нашел средства для реконструкции оконных проемов в Дранской тюрьме. Железные жалюзи были заменены на решетки. В камерах, где содержалось 400 заключенных, было мало воздуха и практически не попадал свет. Отсутствие санитарных условий и недостаточная вентиляция создавали идеальные условия для заражения туберкулезом и другими инфекционными болезнями. Установление решеток существенно улучшило условия содержания заключенных. Позже в этой тюрьме был открыт компьютерный класс. За 2 года курс обучения компьютерной грамоте прошли около 100 заключенных. 8 человек были отобраны в качестве преподавателей, которые в дальнейшем сами вели занятия в тюрьме. В данное время АИС проводит кампанию по сбору литературы для библиотеки в Дранской тюрьме. Добрый день, говорит служба «Телефон доверия». Мы хотели бы у вас Вот уже несколько месяцев силами ЦГП в тюрьме работает телефон доверия, психологические консультации для заключенных. Много программ в разных областях осуществляется в Гальском районе местными организациями. В Нижней зоне в селе Набакеве создан кризисный центр, в котором врач консультирует местных жителей, оказывая им не только медицинскую помощь, но и психологическую поддержку. В послевоенной Абхазии остро стояла и другая проблема – сохранение национальной культуры. Многие понимали, что если упустить время, то можно безвозвратно потерять целые пласты абхазского народного творчества. Удалось найти неравнодушных людей, с помощью которых наши специалисты смогли зафиксировать, сохранить, описать некоторые секреты абхазских мастеров. Ткацкое дело существовало у абхазов с незапамятных времен. В языческом пантеоне абхазов особым поклонением пользовалась богиня Ярыш, покровительница ткацкого ремесла. Некоторые уникальные произведения абхазского ткацкого искусства стали достоянием коллекций известных музеев Петербурга, Москвы, Берлина. Однако в самой Абхазии в последние годы не осталось ни одного работающего ткацкого станка. Поэтому сотрудница Абхазского государственного музея Тая Алания решила восстановить весь цикл ткацкого ручного ремесла. Из музейных фондов были извлечены отдельные детали старых ткацких станков, потом были изучены фотографии, просмотрено было огромное количество альбомов, где, значит, на отдельных фотографиях изображались вот эти ткацкие станки, ткачихи, которые сидят за станком. И вот с помощью этих фотографий и с помощью нескольких людей, которые помнили, как работать на этом станке, какие части, где что с чем соединять, был восстановлен вот этот ткацкий станок, который сейчас перед вами здесь находится. В старину
было традиционным занятием изготовление кукол. К сожалению, эта традиция постепенно исчезает в абхазских селах. Это коллекция, которая родилась несколько лет тому назад. Хотела сделать выставку «Куклы 20 века», поскольку начался новый этап, 21 век, но потом как-то решила сделать куклы, вообще национальные старинные куклы восстановить, абхазские. И в процессе работы, конечно, более 2 лет мне удалось восстановить только 15%, потому что я объездила не так много сел, времени было мало. И потом, когда куда-то едешь, надо знать кого-то конкретно. Вот я ездила к тем людям, мастерам, народным умельцам, которых я знала. И это вот результат того, что мне удалось сделать за 2,5 года. В Новом Афоне был реализован проект на создание кузнечного цеха. Его авторы серьезно взялись за восстановление кузнечного ремесла, в частности, художественной ковки. Сегодня, к сожалению, большую часть этих ремесел и навыков мы утеряли. Но так как мы являемся историко-культурным заповедником, для нас важно не то, что цех сегодня рентабелен и может зарабатывать деньги, а нам важно то, что мои ученики уже могут сами набирать учеников и обучать их этому ремеслу. То есть у нас оазис некий такой образовался, да, новых, но при этом древних ремесел. И сегодня мы занимаемся художественной ковкой. Мы облагораживаем ландшафт, мы облагораживаем здания. И в будущем, конечно, сфера нашей деятельности будет более широкой. Особое место в ряду проектов, направленных на сохранение национальной культуры, занимает уникальная работа по собиранию народных мелодий, старинных абхазских песен, которую проводил известный музыкант Иван Шамба. Благодаря его кропотливому труду произведены магнитофонные записи нетронутых образцов абхазских национальных песнопений, которые уже никогда не будут утеряны для потомков. Песни – это история народа, это наша ценность. А исполнение – это искусство. Мы не похожи, все народы друг на друга не похожи. У каждого свое есть. У нас тоже есть свое. Вот это свое, чтобы мир увидел, услышал и обогатил себя. Мы обогащаемся, когда мы знакомимся с другими традициями, с другими песнями, когда мы слушаем, обогащаемся же. Вот точно так же, чтобы мир удивился нашим искусством. Исторические сведения, заключенные в фотографиях, открытках, газетах и документах, со временем, увы, приходят в негодность. Сохранить это достояние для потомков взялся Анзор Агумава. Он оцифровал 18 дисков, в которых качественно изображено приложение к нашей истории. В последнее время я занимаюсь оцифровыванием газет, которые выходили в Сухуме в начале 20 века. Процесс долгий. Дело в том, что из-за отсутствия хорошего слайд-сканера приходится негативы, которые, к счастью, сохранились, печатать, а потом уже сканировать. И вот таким образом оцифровывать их, и потом записывать на диски, и раздавать в библиотеки, музеи и так далее, во все учреждения, которые посещают студенты
ученые и многие интересующиеся историей и культурой Абхазии. Работа по изучению периода репрессий в ЦГП проводится более 3 лет. За этот период уточнены и обработаны списки репрессированных в 30-50-х годах по 11 селам Абхазии и частично по городам Сухум, Гудаута и Ткварчал. 92 января 1938 года ночью. Их забрали, его вместе. Но не говори, что ты меня знаешь. За мной следят. Его все-таки позже арестовали. Собран архивный материал воспоминаний репрессированных в рукописном варианте, свидетельские показания, аудиозаписи, документы о реабилитации, фотографии, а также подготовлена к изданию книга. У большинства людей еще сильна привычка надеяться на то, что кто-то должен прийти со стороны и преобразовать их жизнь. Но очень важно, чтобы люди сами поверили в то, что могут наладить жизнь в своем селе, на своей улице. И часто бывает достаточно небольшой помощи, которая даст толчок для больших дел. В рамках различных проектов мы поддерживали такие инициативы, которые бы способствовали оздоровлению в селе, способствовали бы образованию людей, которые там находятся. Мы поддерживали очень много проектов по внешкольной работе с детьми, то есть школьные программы. Какие-то проекты были ориентированы на социальный бизнес. Например, мы поддержали несколько лесопилок, которые обязывались в перспективе помогать жителям сожженных сел ремонтировать свои здания. Это очень важно. В течение 3-4 лет практически мы поддержали около 80 различных проектов, мини-проектов в различных регионах Абхазии. И мы будем продолжать и дальше работу. Союз женщин-предпринимателей, возглавляемый Юлией Гумбо, помогает общинам, поощряя женщин-предпринимателей. Союз проводит обучающие семинары для женщин, занимающихся бизнесом или желающих начать свое дело. Благодаря поддержке Союза создано 15 предприятий малого бизнеса. При организации функционирует бесплатный информационный и консультационный центр, куда могут обратиться за советом все желающие. НПО Абхазии открывают перед детьми, подростками и молодежью неограниченные возможности дополнительного образования. Эти программы профессионально ориентируют подростков, позволяют им найти собственный путь в жизни, формируют у молодых людей уважение к собственным национальным традициям и иным культурам, воспитывают любовь к родному языку, развивают милосердие и сострадание к социально незащищенным слоям населения, развивают творческий подход к решению сложных задач и умение учиться. Все занятия проводятся бесплатно, и это очень важно для детей из малообеспеченных семей, а таких детей немало в нашем обществе. Пионерами в этой области стали создатели Сухумского дома юношества. Мы нацелены на то, чтобы у каждого ребенка была некая профессиональная ниша. Все-таки мы работаем и с подростками, которые тоже находятся в таком возрасте, когда важно определиться профессионально. И мы занимаемся и профессиональной ориентацией ребят. Поэтому все это в комплексе, конечно, это и есть то самое дополнительное образование, о котором вы говорите. Для нас очень важно, чтобы дополнительное образование стало тоже обязательным.
объектив, видоискатель. Сегодня детские и молодежные центры работают по всей Абхазии. Это Ачимчирский дом юношества, молодежная инициатива Ткварчала, Гагрский центр по развитию гражданского общества, Гудаутская скаутская организация, молодежные центры в Пицунде, Афоне, Гульрипше, Гале. Сухумский дом юношества – это тот пример конкретной, реальной помощи, которую оказывает дополнительное образование государству. Это те действительно ощутимые, можно сказать, даже осязаемые вещи, которые мы получаем в результате того, что ребята вырастают грамотными, подготовленными. И плюс к школьному образованию они получают навыки, которые еще и помогают им в этой жизни чувствовать себя свободными, чувствовать себя настоящими гражданами своей республики. И я вижу в этом большие перспективы взаимодействия государства и неправительственных организаций. Работа с детьми и студентами, связанная с разработкой новых подходов, методики преподавания различных предметов. В частности, особое внимание уделяется методике преподавания абхазского языка. Смотри, вот каждый ребенок рисует свою школу, свою деревню, вот. Это осень на улице. В течение ряда лет при поддержке общественных организаций представители творческой интеллигенции ездили по сельским школам и вели различные кружки по литературе, театральному мастерству, изобразительному искусству. Абхазская Пасха, огонь, двор абхазский. Центр «Мир без насилия» имени Зураба Ачба ведет важную работу со студентами, развивая навыки критического мышления у молодых людей, организует диспуты по актуальным вопросам. В работе центра приоритетным направлением является просветительская образовательная работа с молодежью. Нынешняя студенческая молодежь – это в ближайшем будущем политическая и экономическая элита Абхазии, будущие госслужащие. Главной задачей сотрудники центра считают формирование у молодежи чувства ответственности за судьбу своего народа и государства. Уже 4-й год в Абхазии проводится Международный летний университет, посвященный проблемам современной политики и международных отношений. Университет ежегодно собирает около 35 молодых людей со всего Кавказа, из СНГ, Западной и Восточной Европы, Соединенных Штатов. Двухнедельный курс ведут специалисты в области международных отношений из известных научных центров России и Европы. Это уникальная возможность для молодых людей из Абхазии получить современные знания по таким актуальным темам, как международное право, глобализация, теория национализма и другие. Неправительственная организация «Фонд гражданской инициативы» и «Человек будущего» – это одна из самых первых послевоенных организаций Абхазии. Основной деятельностью нашей организации связана с защитой и оказанием помощи гражданам в различных правовых вопросах. Это от самых незначительных составления каких-то документов, заявлений, жалоб, до представительства их интересов в суде. И за прошедшие годы, конечно, через нашу организацию прошло, сами представляете, достаточно много людей,
потому что законы у нас работают не так, как, мягко говоря, не так, как бы нам хотелось. Вот. Нарушений всевозможных прав граждан очень много жилищных проблем, очень много имущественных каких-то вопросов, проблем. В последнее время увеличились обращения, связанные с решением социальных вопросов, в частности, с пенсией и так далее. В 1999 году у самых активных женщин Абхазии появилась идея создания организации, которая бы объединила усилия женщин и позволила бы им принимать более активное участие в общественном процессе. Так появилась АЖА – Ассоциация женщин Абхазии. Здесь выпускали газету, в которой поднимались проблемы здравоохранения, образования, проблемы безнадзорных детей. АЖА открыла фельдшерские курсы в восточном регионе республики. Деятельность организации направлена на усиление роли женщин в строительстве нашего государства. Историческая практика убедительно доказывает, что общество и государство не могут развиваться плодотворно без открытого обсуждения назревших проблем. Если болевые моменты загонять внутрь, скрывать их, то наступает период, когда внутренние противоречия разрывают общество и государство. Поэтому любое общество должно понимать, что важно своевременно проговаривать все проблемы. Именно для этого существует независимая пресса. На мой взгляд, это наиболее удачное достижение современной цивилизации, которое позволяет миру двигаться вперед. Неправительственная общественная организация «Сухумский медиаклуб» был создан в 2002 году. В рамках этой организации журналисты, представляющие различные средства массовой информации, печатные, электронные, государственные и независимые, имеют возможность осуществлять совместные проекты, проводить мероприятия и дискуссии. Сухумский медиаклуб проводил серию круглых столов по различным вопросам журналистской деятельности, в том числе по профессиональной деятельности журналистов, доступу к информации, законопроекту о СМИ, работе СМИ во время выборной кампании. В прошедших президентских выборах важную роль для нашего общества сыграла Лига избирателей за честные выборы. Идея создать такой институт независимых наблюдателей возникла давно. Одно из приоритетных направлений работы Лиги – это было то, чтобы добиться, чтобы выборы, вообще любые выборы, которые будут проходить в стране, неважно, это президентские, парламентские, местные выборы, проходили как можно более открыто, прозрачно и, разумеется, чтобы соблюдалась вся процедура, законная процедура. Для того, чтобы соблюсти всю эту законную процедуру, необходимо было сделать несколько таких вещей. Одна из этих вещей это была добиться того, чтобы избирательные урны стали прозрачными. Да? В принципе, как бы Лига этого добилась. У нас в законодательстве, во-первых, нету понятия независимый наблюдатель, но Лига избирателей она добилась того, что ее допустили на выборы наблюдать, и у нее были фактически равноправные права с остальными наблюдателями, хотя это не было закреплено в законодательстве. И можно сказать, что это такой позитивный фактор, прецедент позитивный, что, может быть, в дальнейшем у нас будет в законодательстве такое понятие, как независимый наблюдатель. Они сыграли немалую роль в противостоянии. Смягчали вражду, эскалацию ненависти в обществе. Вот. Посылали своих, скажем так, наблюдателей на все избирательные участки. Вообще, я считаю, что любая выборная кампания – это индикатор пригодности наших законов, избирательных законов о выборах, пригодности на практике их. И вот эта Лига честных выборов, она следила за этим.
Однако вскоре пришло осознание того, что надо работать не только над последствиями войны. Поскольку конфликт не разрешен, необходимо сделать все для предотвращения новой войны. Поэтому НПО начали искать возможности вести диалог с представителями гражданского общества Грузии, Южного Кавказа, России, СНГ, а также с представителями международного сообщества. И мне кажется, наше участие в различных конференциях, которые проходили в этих странах, наши статьи, которые мы публиковали в разных изданиях и помещали на разных сайтах, они в какой-то мере помогали преодолевать вот эту информационную блокаду. И мы считаем важным продолжать эту работу и сейчас. На различных встречах, которые происходят в разном формате, и российско-грузинско-абхазских, и международных, и двусторонних встречах с грузинами, мы пытаемся донести до экспертов, до представителей гражданского общества, до политиков идею о том, что невозможно разрешить грузино-абхазский конфликт силой. Надо делать все, чтобы предотвратить любую возможность возобновления войны. И самое главное, мы пытаемся донести до представителей различных стран, различных организаций идею о том, что абхазский народ, как и любой другой народ, имеет право на свободу, независимость и на достойную жизнь. В конце года во всех городах Абхазии прошла итоговая выставка, рассказывающая о деятельности неправительственных организаций в республике. Выставка демонстрирует открытость НПО Абхазии обществу в целом. Они проводят свою работу во всех районах республики, от Ингура до Псоу. Благодаря работе НПО решаются многие социальные проблемы, проблемы здравоохранения и культуры, возрождаются вымирающие ремесла. Заложена база для дополнительного образования молодежи в республике. Поддерживаются инициативы частных и общественных организаций и многое другое. Надо сказать, что такая выставка у нас была 2 года назад, и мы поняли, что нам нужно все-таки поездить по регионам, и выставка эта вызвала большой интерес. У нас пустых залов не было. И что самое отрадное, приходили люди и с администрации районов, и педагоги, и дети. Наши НПО, в данном случае, я имею в виду ЦГП, они идут в ногу со временем, может быть, даже иногда чуть опережая и наши власти тоже по очень важным вопросам, судьбоносным вопросам для Абхазии, абхазского народа. Мне кажется, это очень полезная работа. И впервые о признании независимости Абхазии говорили именно они. Многие эти люди еще
в тот период, когда у нас, скажем, не выносился этот тезис на широкое обсуждение, но многие из них отстаивали эту точку зрения. Нигде в мире еще невозможно было без развитого гражданского общества, нигде демократия не строилась. В этом плане я большую роль отвожу нашей неправительственной организации. Они, кстати, уже последние годы мы фактически, наши политические и другие дела в Абхазии вне участия представителей нашего гражданского общества, наших представителей неправительственных организаций фактически ничего не проводится. Даже в нашем законотворчестве очень активное участие начинают в последнее время принимать представители наших неправительственных организаций. И если говорить о роли неправительственных организаций в деле международного признания Абхазии, то в первую очередь, конечно, это изменение общественного сознания, потому что неправительственные организации за эти годы, вот послевоенные, сделали очень много для того, чтобы наша страна выглядела достаточно привлекательно, потому что мы, стремясь к международному признанию, имеем в виду признание западного общества. И влияние на общественное сознание, которое они оказывают, как раз привело к тому, что у нас сегодня работают достаточно эффективно все демократические институты, достаточно развитие получила, скажем, многопартийная система, открытое общество, пресса свободная и многие-многие другие процессы, которые вот как раз развиваясь, демонстрируют нашу способность построить вот такое демократическое правовое государство, с которым вынуждены будут в конце концов считаться. В своей международной деятельности они имеют большое количество контактов в самых разных странах. И во многом благодаря контактам с неправительственными организациями других стран отношения к Абхазии в этих государствах, в том числе, можно так сказать, и со стороны их правительств, начинает в последнее время заметно улучшаться. Внутри страны они также играют чрезвычайно важную роль, берут на себя социальные функции, которые в силу разных обстоятельств не может взять на себя государство, помогают осуществлению детских социальных программ, программы помощи инвалидам и другим слоям населения. Очень важной мне представляется их работа в сфере образования, помощь становлению системы образования в Республике Абхазия. Только состоявшись как эффективное демократическое государство, Абхазия может рассчитывать на международное признание. Свои задачи НПО видят в том, чтобы вносить вклад в укрепление демократических институтов в Абхазии с учетом культурно-исторического контекста нашей страны.